На ужин приготовил рыбу. Великолепная шестерка. 6 окуней вчерашних. Сегодня время, ребят, 5 часов 42 минуты. 16 число. Ой. Так. Плюс 6 градусов. Сегодня, думаю, будет выходной. Всю ночь шел дождь и до сих пор не прекращается. Прям шумом идет дождь. Сыро сегодня вообще жизнь. Вообще ужасно улица. Рассветает. Время собрать рюкзаки, но сегодня рано. Не стоит этим заниматься. Сегодня будет бытовуха у избы.
Ну что, ребят, я в ОЗК. Сегодня дождь, дождливая погода. И немножко показал свою работу, свои бытовые дела таежные. Много раз уже я говорил и весной пытался немножко отремонтировать, поменять нижние венцы. К сожалению, у меня бревен в данный момент нету, чтобы вот полностью этим заняться. Но что возможно, я немножко приостановил гниение избы, так скажем, нижних венцов. И давайте я вкратце расскажу. Использовал инструменты: 2 топора, 2 клина, бензопила, домкрат 20 тонн. И это хуйня Олега. По-другому я не знаю, как называется. Я назвал его хуйня Олега. Приварил сам. Весной тоже пытался. Что-то не получилось у меня. Углы, как вы видели, кто смотрит, сломались у бревен. А сейчас в данный момент вы видели. Вот это все дело работает. Приваривал сам, боялся, что где-то отколется, там швы разойдутся. Но сам сварил. Некого как его винить, ругать. И сварил нормально. Немножко ради безопасности даже первое время одевал очки. Как бы защитные очки. Думал, где-то расколется в глаз, чтобы не попало. Да вообще, техника безопасности нужна в этом деле. Вот. Но что я сделал? Самое главное, чуть-чуть это сантиметра на 3 немножко приподнялась у меня сама изба. Сейчас я зайду, вам покажу, как выглядит столик. И со стороны, наверное, тоже, да, со стороны видно, что крыша-то немножко даже вон как перебор. Но это фигня, это как сказать, осядет еще. Бревна, как вы видите, поставил длинные. Спрашивается, почему так? Здесь почва вообще болото. Болото, реально болото. И что вот это, если короткую чурку я поставлю, просто оно тонет. А вот эта конструкция, думаю, дольше будет служить. Вот. Ну, что с этой стороны, что с другой стороны. Здесь бревно для утепления туда вставляется. Я это уберу полностью. И туда поставлю времянку. Как бы сейчас я поставлю, чтобы я живу. Времянка будет там стоять. А уже летом, на лето я уберу. Да и, ребят, процесс гниения пола уже полностью идет. Полностью это надо весной, если время будет, мне разобрать внутри все. Все разобрать, там пол тоже гнить начало. Здесь с этой стороны меньше приподнялось. Но первоначально все как-то со страхом делалось. Да этот угол вообще домкрат тонул. Я не знаю, сколько там. Вон, видите? Вон там. Ой, блин, сейчас покажу. Сколько пришлось мне слоев ставить под домкрат. Все тонет. И тут доска у меня, знаете, какой длины. Вот. А тот угол тоже все время. Но это сейчас как-то более сухо, а весной вообще тут вода стоит. Ну, на сегодня, наверное, я буду заканчивать работу. Немножко территорию уберу. Это самое основное. Куда-нибудь в кучу соберу. Просто когда я много работаю, башка перестает работать. Просто вот устает. Или я не знаю от чего. Потом я начну что-то там халтурить, что-то не то делать. Лучше я остановлюсь. Сегодня, в принципе, нормально поработал. Вполне достаточно. Самое главное, материала нету. Был бы материал, работай, не ленись. Что было под руками, вот
И самое главное, вот это мне нравится. Вот видите? Вот. Что здесь, что там. В самом углу. Вон, как сказать, сучьями. Думаете, просто так я это все положил? Он смолистый, он, знаете, 20 лет прослужит и ничего с ним не случится. Будет гнить. Вот эти бревна быстрее сгниют, а вот это, ну блин, это смола. С сучьями он вообще идеальный, он долго будет гнить. Вот поэтому сюда и подложил я это. Чуть-чуть надо было правее подложить. Ну хуй с ним. Вот, и с той стороны тоже. Смотрите, смолистая она какая. Вон, смолистая, смола, чистая смола. Думаю, тоже лет 10 стопроцентно прослужит. Здесь водосток надо сделать, что-нибудь придумать. Ну и еще, если, скажем, я успею до отъезда сюда еще, если будет смолистое дерево, что-нибудь еще сюда вот воткнуть, пару полен. Тоже вот просто спилить дырочку и воткнуть туда. Пусть так будет. А уже когда бревна будут, ну, блин, это работает самоделка. В принципе, в одиночку можно потихоньку работать. Вот так. Вроде нормально. Эта сторона вообще идеально получилась. Это вообще идеально. Ту сторону еще можно приподнять, но это уже факт, что поднимется. С этой стороны пока буду думать, что делать. Давайте внутрь зайдем, я еще столик покажу вам. И будем заканчивать этой болтовней. Вот. Так, ну что тут? Видите как? Столик. Что я укоротил? Что я укоротил? По-новому придется подложить мне этот стойку. Приподнять. Видите как? Примерно, да, сантиметра 3-4 приподнялось изба. И потолок выше стал. Намного выше. Блин, ну я шапкой и не достать. Я боялся этого, потолок, чтобы не развалилось. Вроде стойка стоит. Нормально. Вот так вот, ребят. Время летит, наверное. 11 часов. Норма, норма. Я в графике еще. Все успеваем. Надо просто, блин, у меня не получилось в эту зиму привезти на буране вот эти сушины, которые вот на нижние венцы.
Похвали, будеш так. Ай, лапа. Ужин. Вон тур ужин там. Ай, мыться. Мыцевай. Мыцевай, лапас. Тула. Лапасавай. А, лапа. 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 Мыцевай. Мыце. Он сейчас мыться. Правую дает. Ух, молодец. Не обосси меня, уважаемый. Ладно. Ельник. Ох. Ну вот, ребят, вечереет. Я до сих пор еще кружусь возле избы. Что и как дальше делать, прикидываю. Ну, так, мыслишки идут в голову, но... Короче, вот такой водосток из трубы, который вон сверху там было, до сих пор еще. Вот с утра, да, с утра я затапливал. Сейчас уже вечер, на 4 час. Или 4 часа уже, надо посмотреть. Все еще дымит. Вот. Ну и там труба еще была удлиненная, вот эта старая. Короче, такой водосток сделал, чтобы меньше воды сюда попадало. А здесь, как и говорил, это времянка. Как бы сейчас поставил. Мне не холодно будет из-за того, что там щели есть или еще, потому что у меня там избушка супер печка. Она греет офигеть как. Это до весны я так оставлю, а весной я это вообще уберу на лето. Пусть продувает. В будущую весну будем думать, может придется еще поменять пол. Там вообще катастрофа, все гниет. Но об этом я уже говорил. В принципе, все, наверное. Сейчас зайду, затоплю печку. Буду готовить ужин, пожарю рыбу. Нормально поесть. Это целый день как-то сухомятку, чай с хлебом. Остатки там, что было. Надо ужин приготовить. Вот, и эти доски еще забить. Потому что там вроде все нормально. Стык. Ничего там не дымит, ничего. Ну, все противопожарно безопасно. Я просто не закрывал из-за того, что буду шевелить избу. Может там труба сдвинется или еще. Ну, наверное, завтра этим займусь. Может, сегодня уж нет. Хотя еще можно прибить это недолго. Вот так вот. У Тулана каша еще есть. Он сытый, довольный, спит. Бездельник целыми днями отдыхает. Вот так. Короче, на улице съемку сегодня заканчиваем. Наконец-то, ребят, я сел за стол. Сейчас буду ужинать. На ужин приготовил рыбу. Великолепная шестерка. 6 окуней вчерашних. Сегодня проверил сети. Как ни странно, вот такие окуни тоже попали. И 3 штуки. Я их положил. Варю кашу для собак. И, короче, туда закинул. Каша с рыбой будет для Тулана. Вот. Ячея крупная, но попадают. Они просто вот, как сказать, нитку заглатывают и путаются потом. Не отпускать же их. Вкусные окуни. Вот. Сейчас время 5 часов 27 минут. Вот, вечер. На улице 5 градусов тепла. Позвонил домой.
Вроде дальше показывает, как сказать, погода на будущей неделе минусовые. И ну, от Чилы, наверное, я еще здесь буду 4 дня. Если не надоест. Желание есть еще охотиться на рябчика без собаки, что хотел сегодня, но из-за погоды не получилось. Посмотрим завтра, какая погода будет. Если хорошая, то без собаки я пойду на рябчика. И еще планы гитлеровские, конечно, но не знаю, получится нет. В планах еще на охотничьи избы сходить, дальние избы. Где-то 3 или 4 года назад там я был. Каждый год как-то собираюсь, не знаю. Если получится, сходим, если нет, так как-нибудь другой раз. Вот. Такой скромный ужин. Мне вполне достаточно. Икра. Тоже вкусная. Ну и сама рыба. Вроде не пересолил. Свежевыловленная вчерашняя. Вкусно. И соль нормально. Надо сходить еще за фотоловушкой, чтобы не забыть его там. Позвонил жене, поговорили. Рассказал вчерашние встречи с оленями. Не знаю, только вот не могу знать, вот как в кадре они там. Но они в упор были. Panasonic как-то, знаете, я уже отвык от него. Конечно же, да и знаете, вот такие кадры не до этих штативов, скажем, вот многие тоже пишут мне, дергаешь камеру там туда-сюда. Знаете, вот такие кадры на штатив не успеваешь ничего там ставить или еще. Ну, если только личный оператор, это другое дело. О проделанной сегодняшней работе на 4 сантиметра выше стол стал. Потому что стена чуть-чуть выше стала. Этой избе не помню сколько лет уже. Блин, куда-то я записывал на... Где это запись-то? В 2002 году, ребят. В 2002 есть запись. 2002 год. Это получается уже в будущем году 20 лет избе уже. Ох, время бежит-то как. 20 лет назад уже это получается.
Ё-моё. Я в отпуск выходил. На 10 дней сюда приезжал. С товарищем. В живых его уже, конечно, нету. Умер. Но он мне очень конкретно помог тогда. Только добрым словом я его вспоминаю, конечно. Но водка свое дело делает, конечно. Если не в меру пить. Но, конечно, мы поработали тут. Помню, он на нары кое-как забирался. В такой степени я его, как сказать, ну, работали, так скажем. Ну и другого варианта нету. Ты приезжаешь, и у тебя вот положено 10 дней. Есть в наличии 10 дней. Давай, укладывайся, делай. И вот мы успевали все. Сделали. 20 лет назад уже. Ой, бля. Ну вот считай, за 20 лет вот нижние бревна тут, считай, сгнили. Но под этими бревнами там еще были чурки. Чурки вот смолистые, которые. Они еще вот очень поддержали. Там в других углах, вот здесь я вытащил их. Они до сих пор еще целые. И они все равно со временем изба придавила, и сырость уже попадала на бревна. Там еще вот они есть. Наверное, до весны я ничего трогать не стану. Мне надо конкретно обмозговать. Мне лучше и легче будет, если я в будущую весну приеду и все этот пол я разберу, уберу отсюда. И уже там я легче что-то, как сказать, может, легче будет мне работать. Потому что там предбанник, там на этом нижнем венце у меня еще у предбанника пол стоит. Как бы нижний венец там у меня спилено, и на нем у меня вот эти доски под пол. Не знаю. В принципе, жить-то можно. Не трогай. Но и в то же время я вижу, что вот гниет. Блин, надо вот как-то поддерживать избу. Я не из тех, кто вот забросил и одним днем живешь, и все. Пока есть силы, возможность, надо сделать. А придет тот момент, то время, когда уже тебе будет тяжело, ты уже не сможешь. Тебе уже придется кого-то звать. Но мне неохота этим заниматься. Чтоб кого-то звать там еще. Я сделаю один по возможности. Если сейчас я не поленюсь, в будущем году или через год, эта изба еще 10-15 лет простоит. В принципе, без ремонта, без ничего. Ну и сами посчитайте, через 15 лет, я думаю, мне уже надоест вот это все. Это охота, скажем. Да и здоровье дает о себе знать. Самое главное. Вот этот и тормозит человека. Желание, может, еще будет, но здоровье не позволит ходить
15-20 километров уже не сможешь. Вот так. А рожденный человек-охотник, он все равно как волк будет всю жизнь смотреть в лес. Что бы он ни говорил, как бы я тоже вот бывает говорю, мне надоело там еще. И вот я здесь уже вторую неделю, если вместе там посчитать. Подумаешь, блин, фу, надоело. Надо ехать домой. Но вот ты дома там 2-3 дня пройдет, и снова хочется в тайгу, в лес. Знаешь, вроде и нечего добывать там, и вот хочется. Ну это как, если пример там, мужик с женщиной. Вроде получил свое, но пройдет 15 минут и опять хочется. Вот то же самое. Надеюсь, поняли. Вот так же и охота. Кто нас по-настоящему болен охотой, он всю жизнь будет думать, разговаривать об охоте и все. Я не понимаю тех людей, кто заинтересован политикой. Вот вот это мне как-то, я их не понимаю. Может, они нас, охотников, не понимают, но я их не понимаю. Блин. Это же как-то, я не знаю. Ну, это, наверное, они ослеплены деньгами, может, из-за этого. Я не знаю. Так, к ним не будем лезть. Вот. Давно я и не сидел, не болтал за ужином. А, муха проснулась. Жужжит. Вот так. 20 лет уже. Получается 20 лет, как я построил избу, уже здесь охочусь. И в старой избе еще, наверное, года 3, может и больше охотился. Да, первые года, когда вот здесь я начал охотиться, зайцев много было. Петли ставили, тропинки там. Зайцы крупные, большие. Попадались. А сейчас я и не помню уже. Вот в прошлом году тулан вот одного поймал. И все. Просто мы уже начали забывать вкус мяса зайца. Их нету. Их не перестреляли мы, ребят. Поверьте. Просто их нету. Тайга такая же, как и была. Но знаете, вот сами видите, что происходит. Раньше и брусники много было. А сейчас я снимаю как есть, ребят. Показываю то, что вижу. Конечно, за кадром некоторые моменты остаются, но стараюсь показывать все как есть. Хорошо, тепло. Как же я счастлив, что у меня действительно сейчас эта печка греет меня. Буржуйка.
железная печка, как я не знаю, экономка, как назвать по-другому. Сколько я мерз в избах. Разные ситуации были. Бывало и в избу я поднимался и в 30 градусов и выше. Придешь, изба холодная. Кирпичная печка там стоит. Затапливаешь, полдня ждешь, когда какое-то тепло даст. Да. Со временем начнешь понимать. Ну и помощь, конечно же, интернет. В интернете я много чего вижу, много чего беру оттуда. Вот именно я взял с интернета вот это дверца, которая должна... Ну нет, даже в принципе не в интернете, нет, 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 нет. В интернете там тоже показывают. Но я ночевал в этом верховье другой реки, там за Ухтинской границей уже, получается. Нет, доходя до Ухтинской границы, там изба. И там вот железную печку я первый раз увидел, которая плотно закрывается. Я удивился, вот мы там ночевали. И действительно тепло держит. Вот так. Я вот, когда ложусь, 2 полена закину, до утра я вообще не парю, что у меня там потухнет, или же холодно будет. Нет. Будем смотреть, как зимой, если приедем. Ну, зимой вряд ли. К весне, может, походы будут. А в прошлом году и вообще не было. Вот так вот. Не знаем, что будет. Ладно, ребят. Опять начал болтать. Многим это не нравится, конечно. Но немножко поговорил. Посмотрим, что будет завтра. Какая охота. С глухарем вообще что-то не везет. Именно подстрелить. Из-под собаки. Не знаю почему. Тулан хороший собака. Тулан молодец. Что бы ни говорили про него, он и зверей гоняет, и на боровую птицу уже начал, даже в этом году отлично работает. Лает. Не пропускает никого. Всех облаивает. Что рябчика, что глухаря, тетерева, все, без разницы. Главное, лает. Жалко, что не терпит собаку дичь. Ну, поздняя осень. Все уже. Это молодняк. Терпит. А поздней осенью они, ну, осторожные, я не знаю. Они меняются как-то. Но мы не сдаемся. Мы дальше будем искать. Пару дней еще поищем. Посмотрим, как повезет или нет. Вот так вот. Все, ребят. Я буду ужинать и отдыхать. Без 10:06. В эту ночь плохо спал. Может, из-за того, что погода так меняется. Вечером еще солнце выглядывало, а вчера всю ночь шел дождь, не прекращая. Сходил к реке, между прочим, там вода, как вчерашний уровень столько было, так же и есть. Не прибавилось. Но сегодняшний дождь может опять поднимет уровень. Посмотрим. Все, до завтра. Завтра снова будет охота.
Не знаю только, на рябчика или на глухаря. Не могу сказать. Это увидим завтра.